Сегодня мы расскажем о энтузиасте и основоположнике развития духовной и православной культуры в Западной Якутии. Сергей Николаевич Долгих приехал на север в 1979 году для строительства Вилюйской ГЭС. И он даже не подозревал, что ему предстоит открыть первый приход, храм и гимназию. В Старом Осколе я закончил школу, в Москве учился, отучился, и как тогда было принято в советское время, меня направили по распределению в Курскую область. Город Обоянь, город Садов. Там я отработал 3 года, поднялся от мастера до главного инженера ПМК. Ну и, естественно, я натура такая бурная, активная. Значит, тут так случилось, что мои друзья, которые жили здесь в Мирном и работали в Мирном, геологи, сказали: вот собираются строить новый объект гидротехнический, ГЭС-3 в Светлом. Приезжай, найдешь себе, так сказать, интересную работу, так сказать, и перспектива профессионального роста. Ну и, естественно, я приехал в начале октября. Вот. Стройка еще не начиналась, финансирование, как всегда, отставало, не было, и меня не смогли принять на работу. Вот. Я, естественно, куда? Тут один работодатель, Якуталмаз, тогда фирма была. Вот. И поговорив, придя на прием к директору Якуталмаза, вот, поговорив, меня приняли, как тогда принято было, с испытательным сроком на полгода на 3-ю фабрику, исполняющим обязанности мастера. Ну вот за полгода я решил там проблемы кое-какие, и меня тут же назначили начальником уже участка. И я, в общем-то, оттуда и началась моя биография здесь, на севере. Сергей Николаевич был активным коммунистом и о духовной сфере своей жизни, о вере не задумывался совершенно. Когда-то ярый коммунист сначала стал старостой православного прихода, а затем и председателем попечительского совета храма. Я вижу на протяжении уже 30 лет, как правило, к Богу приходит от какой-то трагедии. У меня трагедия случилась в 1989 году. Мама погибла, и через год отец умер. А так как я один ребенок был в семье, естественно, почувствовал очень сильное одиночество и, естественно, стал искать какую-то опору. Вот. И много искал, я много читаю. И как-то на рынке увидел, бабулька продает Библию. Я ее взял и прочитал сразу от корки до корки. Вот. И, ну, естественно, сразу что-то в душе, в мировоззрении, конечно, изменилось, потому что я был до этого, так сказать, таким стойким коммунистом, ни в какого Бога не верил. Вот. И даже в какое-то время, может быть, и немного насмехался. Ну вот, Господь поправил, как это описывается в той же Библии, когда у человека полностью, так сказать, меняется мировоззрение. И в том числе вот апостол Павел, который ослеп и потом стал из ярых преследователей христиан в православного апостола. С той же активностью, какой я посвящал коммунистической идее, я, так сказать, стал посвящать себя вот строительству храмов, строительству, так сказать, общины, православия, миссионерской деятельности. В общем, первые годы были довольно очень сильно напряженные, потому что мы с батюшкой ездили, у него тогда машины не было, у меня машина уже была, и мы ездили, и встречались, и Чернышевск, и Айхал, и другие, так сказать, поселки, чтобы батюшка мог, так сказать, проповедь. Ну и параллельно на мне, как на старости, было много хозяйственных проблем, а мне, имея, так сказать, вот знакомство с многими руководителями по своей основной работе, вот, всегда проще было заходить и проще было просить. Церкви не было, а люди как никогда нуждались в духовной поддержке. Как сейчас вспоминают прихожане, первые годы христианам приходилось собираться на дачах и в квартирах. В 1992 году Сергей Николаевич организовал православную общину.
Тогда его и избрали старостой. В тот же год на Пасху Мирный впервые посетил священник Иркутской епархии. Якутия тогда принадлежала, не принадлежала, а относилась к Иркутской епархии и окормлялась священниками оттуда. В феврале 1993 года, когда образовали Якутскую епархию, уже появился действующий епископ Герман. Уже мы наладили с ним телефонную связь, и после некоторой подготовки он уже приехал в Мирный, и мы обсуждали разные вопросы становления общины. Регистрация, формальные все дела. Ну а потом, естественно, речь зашла о строительстве храма. И ясно было, что без влияния или без участия компании «Алроса», конечно, хороший храм, достойный, так сказать, и города, и компании нам не построить. Позже силами местных властей и сообщества казаков был приобретен небольшой частный домик, который и был преобразован в церковь. И в 1994 году, в октябре, приехал первый батюшка, отец Дмитрий Поваляев с матушкой Ольгой. И уже у них был тогда сын Даниил. И первая служба здесь, на якутской земле, в Западной Якутии, она прошла на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 9 мая 1995 года, в день 50-летия со дня победы в Великой Отечественной войны, был заложен первый камень. Так, в самом центре столицы Алмазного края было определено место строительства Свято-Троицкого храма. А вот уже годом позже была заложена первая свая. К тому времени уже был проект готов, и это как бы место освещалось уже первая свая, и дальше, так сказать, пошел так сказать, процесс строительства. В одну из свай фундамента ростверка была заложена памятная капсула, как полагается, с посланием потомкам. И здесь, конечно, для города это было очень такое событие существенное. Для всей Западной Якутии. Для всей Западной Якутии, потому что помимо освещения площадки под храм, дальше мы полетели в Айхал, и там освещали новую фабрику, которая запускалась тогда, 14-ю фабрику. Строительство церкви велось 4 года. За это время православная община разрослась, и горожане с нетерпением ждали окончания строительства полноценного храма. И мы непосредственно уже стоим в храме, где каждый из вас уже будет иметь какое-то свое место, кому откуда будет лучше молиться. Певчие уже зашли там наверх, на свое место посмотрели, где они с небесеном петь будут оттуда. Ну а я рад, что сегодняшний день, престольный праздник, мы имеем такую возможность. Это уже не призрачно, это уже действительно реальность. Тогда, правда, немного не совсем верится, что это все это обретет действительно тот вид, который надлежит. Но 3 года назад нам еще не верилось, что у нас будет и даже вот такое. То, что не будет. Сейчас уже мы не просто верим в это, мы стоим в этом здании. Ну и памятуя об этом, что 3 года мы и этого не имели, значит, Бог даст, что мы будем иметь и роспись красивую, и резьбу золотую, и певчие будут петь для нас в 10, 20, 30, 40 раз лучше. И хор, так сказать, пополнится мужчинами, мужскими голосами. Значит, я так надеюсь, что у нас все будет не хуже, чем у людей, может быть, и лучше. Благословен еси Христе Боже наш, и же премудрено церкви, не со славы до Пресвятого, и тебе вывали вселенную, человека числа тебе. В 2000 году, ровно через 4 года после заложения первой сваи, совершенно случайно вышло так, что официальное открытие и освящение Свято-Троицкого храма прошло 22 июля, в тот же самый день, что и 4 года назад, когда проводилось благословение на строительство церкви. Но первая служба и первый звон колоколов жителям Мирного удалось услышать раньше официального открытия.
Благодаря уникальному личному видеоархиву Сергея Николаевича нам удалось увидеть это легендарное событие. Рождество 2000 года – исторический момент. Первая служба в храме в городе Мирном. Народ готов начать звонить в колокола в храме, в котором произошла первая служба. Первая служба в истории этого храма. Первая служба за 2000 лет в этой местности, в новом храме. Все организовано по высшему разряду. Сейчас мы поднимемся на колокольню, и первый колокольный звон рождественский говорится ночью. Так, я 4 раза, да? Да. 4 раза, Гена, потом ты вступаешь, потом... Давай, Гена. И 10 минут. Народ начинает расходиться. В 2010 году началось строительство православной гимназии. Эта особенная школа пользуется спросом среди населения. Программа обучения не отличается от обычных школ, за исключением того, что помимо общеобразовательных уроков ребята изучают церковное пение, славянский язык и основы православной веры. Зайдя в гимназию, сложно не отметить, что атмосфера в этой школе неописуемая, все как-то по-другому, умиротворяюще, по-домашнему. За миссионерский труд и помощь в строительстве гимназии патриарх всея Руси наградил Сергея Николаевича орденом 3-й степени Русской Православной Церкви святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского. Такую награду в Якутии имеют менее 10 человек. Учитывая, что он стоял у истоков возрождения православной духовной жизни в городе Мирном, он встречал первого священника, отца Дмитрия Поваляева, который сюда приехал, и поэтому был своего рода таким соратником и в какой-то мере правой рукой отца Дмитрия, во многом помогая, во многом возрождая, восстанавливая духовную жизнь не только в городе Мирном, но и близлежащих населенных пунктах. Вот Сергей Николаевич был одним из вдохновителей, кто познакомил, наверное, часть Западной Якутии, не только Мирнинский район, но и Ленск, город Ленск. Услышали замечательные голоса такого очень замечательного вокального ансамбля «Валам». В один такой прекрасный момент Сергей Николаевич посетил остров Валам, услышал их пение, настолько вдохновился, приехал уже сюда и здесь начал прорабатывать этот вопрос, в том числе и финансовый, организационный, как привести, как сделать так, чтобы эти голоса, эти замечательные глубокие песнопения услышали в том числе и мирнинцы. Я его даже в шутку называю генератор идей.
Вот, да, Сергей Николаевич, у него всегда очень много всевозможных идей. Вот, но не всегда, конечно, бывает возможность, ну, в первую очередь, наверное, финансовая, эти идеи воплотить в нашей жизни. Но то, что идей очень много, то, что вот он такой, этот генератор идей, такой моторчик, такой очень живчик сам по себе, конечно, это слава Богу. Вот, Сергей Николаевич, вы уже более 40 лет проживаете в Якутии, то есть большую часть своей жизни, да? И почему все еще остаетесь здесь? Возможно, вам были какие-то предложения или желание переехать на родину? От чего, вот, чем вам полюбилась Якутия и почему вы здесь до сих пор остаетесь? Я ездил много и за рубежом, и в средней полосе, да, и были предложения, и в Африке, значит, там мы первую фабрику, так сказать, запускали, я тоже в этом участвовал. Здесь совершенно другая атмосфера, совершенно, людских, человеческих отношений. Откровенные, прямые такие взаимоотношения. Прожив эти годы, и то, что у меня все дети родились здесь, мне нравятся вот это именно люди. Вот мне везло на людей, мне везло на отношения, мне везло вот на работе, я считаю. И вот это все, конечно, складывается вот в это, так сказать, желание оставаться есть. Климат мне здесь очень нравится. Я, значит, в институте был лыжником, в команде института участвовал в соревнованиях. Вот то, что здесь снег, и вот сейчас я сам езжу на лыжах, на беговых, и семью, так сказать, к этому приобщаю, и детей, и жену. Вот, это мне тоже нравится. Климат Якутии мне очень нравится. У Сергея Николаевича и сейчас множество проектов и идей. В ближайшие дни в Мирном запустится и начнет принимать горожан новый центр православной культуры. И это далеко не все.